Башкирский народ, башкирский этнос состоит из основных 4 этнографических групп. Ну, то есть этнографы выделяют основные 4 этнографические группы. Северо-восточные, северо-западные, юго-восточные, юго-западные. Если говорить о северо-западных башкирах, то, собственно, понятно, они проживают большей частью на северо-западе Башкортостана, частью охватывают Республику Татарстан. Ныне они, по большому счету, ассимилированность в татарском, вошли в состав татарского этноса. Частью в Пермском крае, в Свердловской области также северо-западные башкиры проживают. Вот. Также башкирский народ делится на родовые объединения, в том числе, собственно, северо-западные башкиры. То есть выделяется примерно 15 родовых или клановых объединений среди северо-западных башкир. Еще, если говорить, как сформировалась эта этнографическая группа, то этнографы в основном говорят о том, что эта группа сформировалась за счет взаимодействия местного башкирского населения и пришлого татарского, чувашского и в целом финноязычного населения Приуралья. То есть в процессе вот этого взаимодействия, собственно, все это отразилось и в материальной культуре, в прикладном искусстве, в языке отложилось. То есть этнографами как раз-таки эти этнографические группы как раз выделяются вот по этим признакам, по материальной культуре, по узорам и так далее, и по языку. И, собственно, уже идентичность, если говорить об идентичности северо-западных башкир, то, в принципе, она была довольно устойчивой. В течение 18-19 веков, несмотря на такое дисперсное проживание, на взаимодействие народов, действительно продолжала сохраняться этническая идентичность, самоидентификация башкирского населения. То есть таких процессов ассимиляции и так далее мы это не наблюдаем. В советское время идентичность продолжила существовать, но учитывая вот процесс нациостроительства, как мы знаем, нациостроительство шло и на языковой основе, то есть было сформировано 2 литературных языка, это татарский литературный язык, башкирский литературный язык, и, соответственно, через призму вот этого языкового национализма, что ли, начали формироваться и советские народы. И поэтому северо-западные башкиры, вот именно эта этнографическая группа, она оказалась на таком, можно сказать, перепутье, и этнографы дают этому свой термин, это двойственная идентичность или плавающая идентичность. И вот, наверное, именно в этот период, советский период, когда у людей, да, действительно в сознании начал появляться некий такой, может, диссонанс в какой-то степени, культурный диссонанс, казалось бы, у них идентичность башкирская, они знают, определяют свою родовую идентичность и так далее, а с другой стороны преподавание идет на татарском языке, у них учебники татарского языка и так далее. И, собственно, вот эта вот парадигма языкового национализма, она действительно такая, можно сказать, стала давлеющей в этом отношении. Вот. Но, однако, мы знаем, что еще в 70-е, 80-е годы, собственно, существовали в том же Восточном Татарстане существовали люди, которые продолжали себя идентифицировать башкирами, более того, знали свою родовую идентичность, идентифицировали своих соседей, то есть они знали, вот какое окружение и так далее. Вот, то есть идентичность все равно она была достаточно устойчивой. Такая, наверное, скачок, наверное, в плане культурной ассимиляции северо-западных башкир произошел как раз-таки в период 80-х, 90-х годов, наверное, когда действительно шел такой процесс, можно сказать, нового национального строительства, там парад суверенитетов, в том числе уход старой идеологии, приход новых идеологий, да, по появлению республик.
Да, и в этом отношении, наверное, усилились тенденции того же языкового национализма. Плюс ко всему ушло то поколение, которое знало историческую такую подоплеку, да, свою родовую идентичность хорошо могли определить и так далее. И в том числе также одним из факторов, который способствовал, так сказать, ассимиляции северо-западных башкир, то, что в период культурного строительства, национально-культурного строительства, башкирская культура, она была больше сориентирована, направлена уже больше на юг, наверное, на восточные образы, что ли, на коды восточных башкиров, южных башкир и так далее. То есть некоторые моменты, например, у северо-западных, некоторые аспекты у северо-западных башкир, они отсутствовали, например, или не были так четко выражены. Да? Ну, вообще башкирский народ, он достаточно структурирован, и любая унификация, она обязательно какие-то сегменты начинают из нее выпадать. Поэтому, пожалуй, самый такой правильный, наверное, ход в плане формирования народа, что ли, сохранения идентичности, культуры и так далее, это как раз подразумевать ее многогранность, многоканальность различных культурных кодов, культурной информации и так далее. То есть это движение северо-западных башкир в том числе, это реконструкторские движения с множеством вариантов, это признание северо-западного диалекта. На самом деле колоссальный шаг, прорыв на самом деле был в плане вот именно формирования вот этого вот местного сообщества. И именно вот такая многогранность, многоплановость, многоканальность, что ли, вот этих информационных потоков, она позволяет башкирскому сообществу быть более устойчивой. Именно, наверное, вот эта особенность отличает ее от своих соседей, от тех же казанских татар, у которых действительно достаточно все унифицировано, замкнуто на Казани. Все практически такие посылы идут из Казани и воспринимаются на местах. У башкирского сообщества оно построено по-другому. Да, то есть оно вырабатывает какие-то местные особенности и начинает эти местные особенности адаптировать под современность. То есть надо позволить в данном случае народу самому что-то начать вырабатывать, что-то генерировать. И местное сообщество, оно обязательно что-нибудь найдет, проявится вот эта вот традиция, вот эта самость, что ли, если можно так говорить, самость народная, да, она выплеснется, она покажет себя, она, можно сказать, придаст облик, может даже новый, модернизированный, традиционный облик северо-западных башкир.